Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что ждет вас на будущей неделе? Как поменяется ваша жизнь за следующие 7 дней? Загадайте, пожалуйста, на себя, так и спросите, что меня ждет по судьбе, как пройдут следующие 7 дней. И пусть нужная и важная информация для вас, мои дорогие, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты, тут каких-то 3 очень важных события произойдут. Как 3 гвоздя забьете. Ну да, это гвоздики, вот они показаны. Они уже установлены, а вам нужно просто взять молоточек и забить каждый из них. Все 3 события на вашей правой стороне. То есть все, что вы сделаете, обернется на благо вам. А вы не переживайте, вы умеете это делать, уже не раз делали. Единственное, что гвозди уже готовы, то есть ситуации полностью подготовлены под вас. То есть нет каких-то сложностей, да, вам не нужно искать эти гвозди, вам не нужно там прицеливаться, не нужно что-то вымерять, уже все подготовлено. Просто бери молоток и забивай, да, забивайте гвозди. Это очень хороший знак, тут, как говорится, дай Боже, чтобы все прошло успешно, оно точно успешно пройдет. И вот чтобы 3 этих задачи, 3 этих дела вы, конечно же, на благо себе сделали. Да, вам даже, возможно, понравится, да, понравится забивать гвозди. А ну-ка, уже все готово, уже все под вас сделано. Просто приди и забей. Дальше, мои хорошие, показываю дятла. У дятла почему-то клюв, да, вот как-то вверх загнут, да. Возможно, этот дятел настолько сильно вас достанет своими придирками, либо тем шумом, который он создает, что вы просто этот хобот, хотела сказать, клюв, возьмете и в другую сторону вывернете. А может, этот дятел к вам полезет, захочет мозг вынести, об вас клюв свой сломает. Что бы это ни было, птичку, конечно, жалко, но с другой стороны, не надо было к вам лезть, либо не надо было все делать наперекор. Дальше показывают лошадку. Лошадка такая интересная, довольная, сытая лошадка, как довольная жизнью, да, сытая лошадка. Не нужно ничего делать. На работе, легко будет на работе, либо легко будет в делах. А у кого-то еще и как доход, прибыль, да, зарплату получите вместе с премией, скажете: слушайте, супер, мне все нравится, меня устраивает. Вообще настроение просто плюсовое. Ну, а кто-то, возможно, получит предложение по поводу такой хорошей, сытой, полноценной работы, да, где можно нормально себе работать и получать хорошую зарплату. Да, там, где начальство не обидит, да, и ты сам не будешь обижен. Слушайте, ну лошадка идет в вашу сторону. Вот, пусть поскорее дойдет, а пусть поскорее все это случится. Дальше показывают человека с 4-листником в руках. Но это не вы, это какой-то другой человек. Но опять же, этот человек, он вам руку подает. Кто-то счастливчик, удачный, такой весь из себя, да, человек, прям от него брыжет энергия везения и удачи, подает вам руку. То есть, возможно, это знакомство с таким человеком. Может, вообще, в принципе, имеется в виду знакомство очень удачное для вас со стоящим таким вот респектабельным, уважаемым и деятельным человеком. У кого-то отыграется, что вы будете взаимодействовать с человеком, который просто вот на все 100% заряжен удачей. Да? И когда вы рядом с этим человеком, эта удача тоже передается вам. Либо все начинания с этим человеком рядом заканчиваются везением, позитивом, ну и какими-то положительными эмоциями. Этот человек подает вам руку. А вы смотрите и думаете, брать, не брать. Конечно же, берите. Конечно же, действуйте, общайтесь, знакомьтесь, ведите общие дела, договаривайтесь. Да? Вот все будет хорошо. 4-листник. Ну, что может быть лучше, чем 4-листник?
Дальше, мои хорошие, показывают людей, которые без вас что-то собрались сделать. И они такие, знаете, секретность сохраняют, типа мы ей не скажем, мы ему не скажем, мы все сделаем сами. Но у них ничего не получится. Ничего не получится, все мимо пройдет, либо там сломается, испортится, они запутаются, может их вообще там развернут, не примут. Слушайте, ну либо это какие-то заботливые люди, например, близкие ваши, которые решили вас не беспокоить, пойти и самим что-то сделать, да, чтобы потом прийти и сказать, что вот мы все сделали, да, все хорошо, мы молодцы, мы умнички, мы тебя пожалели, там с собой не стали привлекать. Либо наоборот, это какие-то очень хитрые люди, которые решили в обход вас что-то сделать, но не получится, не так не получится. Все равно придется приходить к вам, объяснять ситуацию, жаловаться, просить, чтобы вы там вмешались, помогли. Ну, без вас никак, понимаете? Ни у кого ничего не получается без вас, только лишь с вами может быть результат. Так, дальше. Какая-то медицинская организация, учреждение. Вам туда дорога. И, возможно, кстати, не один раз. Может, вы пойдете там, не знаю, на прием, вам назначат анализы, потом пойдете результат собирать, на консультацию пойдете. Да, ну вот как-то ходить. И я так понимаю, что несколько раз. Значит, ничего не бойтесь. Доктор вам попадется, что надо, либо ваш доктор, семейный доктор, что надо. Все сделает хорошо, все делает быстро, правильно. И проблема ваша начнет решаться. Либо хотя бы поймете, да, с чем имеете дело. Но вот все, что с медициной связано, у вас с плюсом идет. Да? Не только крест, но и плюс. То есть приятно, да, это будет приятно. Положительные эмоции, да, нет такого там надрыва, беспокойства, какого-то холодного отношения, либо прохладного отношения. Наоборот, все даже очень и очень понравится. Дальше, мои хорошие, показывают человека перед вами как-то очень медленно, наверное, под музыку. Ну, шучу, конечно, может, и не под музыку, да, начинает раздеваться. Когда человек раздевается, он признается. Когда человек голый, ему нечего скрывать. Там очень много одежды на этом человеке. И процесс может быть очень долгим. И тут даже, наверное, и в 7 дней не уложится. Да? Там больше гораздо времени может уйти. Но, тем не менее, здесь и позитивный момент, то, что человек начал это делать потихонечку, в своем темпе, в своем ритме. Человек во всем сознается, либо во всем признается и будет перед вами абсолютно как честным, да, прозрачным. Вы про человека будете абсолютно все знать. Не форсируйте, дайте время человеку. Если его подгонять, то он может испугаться и закрыться, да, либо передумать в конце-то концов. А если все будет медленно, органично и в ритме этого человека, да, тогда вы все узнаете, все будет понятно, да, человек будет абсолютно прозрачен. Дальше. С деньгами может быть напряженный момент, особенно вот как кэш, наличные, да. Не знаю, то ли вам нужны наличные, то ли какая-то сумма наличных потребуется, то ли у вас никакие другие деньги не принимают, кроме наличных. И если у вас их нет, то придется там прям очень постараться, чтобы найти нужную сумму. Либо придется там, не знаю, ближайшие банки оббежать, чтобы из банкомата взять наличку. Может быть, не везде будет работать, может, еще что-то будет происходить. То есть это уже какой раз подряд я вижу такие знаки, то, что людям нужны наличные деньги. Хотя, казалось бы, да, все уходят в сторону того, чтобы с собой не носить, и многие даже имеют аппликации там, в смартфонах, да, чтобы лишний раз там, с собой кошелек не брать, а телефон вроде всегда под рукой. Но тут какая-то странная тенденция вырисовывается, что людям действительно нужны наличные. Я вот не понимаю, что происходит. Да? Вот именно нужны наличные. Принципиально, да, вам говорят, только лишь наличные, да, расчет только лишь наличными. А у вас, например, нет. Да, может быть напряженный момент. Но опять же, вы пришли на эту отсыпку, я вас предупредила. Да? Ну, пусть пару купюр, да, лежит у вас в кошельке, и вдруг придется, да, чтобы вы не попали в такую напряженку. Сразу достали, рассчитались и пошли. Либо купили то, что вам необходимо, оплатили то, что вам необходимо, и пошли. Дальше. Странный мужчина. Очень такой шустрый, дерзкий, яркий. Типа, все могу, все умею. Человек, который действительно, вот как говорит, так и делает. Да? Он действительно все умеет.
Для него нет ничего невозможного. Да, он, конечно, хвастун, но если вот прям так придраться к нему, то все, что он говорит, он это делает. Он действительно такой. Да, немножко совершенный, наверное, да, либо очень-очень способный. У вас такое, знаете, неприятное ощущение в общении с этим мужчиной, что вам кажется, что он хвастается. На самом деле он просто говорит как есть. Да, он может, да, он умеет. Да, он такой вот весь из себя прекрасный, позитивный, на все руки. Мои хорошие, ну, опять же, да, это ваше восприятие, но дайте этому мужчине шанс. Шанс доказать, что он действительно такой, как говорит. Если вы дадите этот шанс, вы никогда не пожалеете. Будь то личные отношения, будь то какие-то профессиональные отношения, деловые, да, человек действительно невероятно крутой. Редко такие встречаются. Обычно встречаются эти пустоболы, которые много говорят и ничего не делают. А тут именно человек, который, да, он говорит о себе, он не стесняется, но при этом он все и делает. Да. И еще показывают вас в каком-то очень расслабленном состоянии. То ли вам наконец-таки удастся перевести дыхание и отдохнуть, то ли вы, не знаю, в спа пойдете, в сауну пойдете. Может быть, какой-то вечер релакса устроите, может и день устроите. Вот вижу, что вы очень расслаблены, и вы действительно справляетесь со своим стрессом, вы понижаете свой кортизол, вы вот прям успокаиваетесь, да? Очень хороший знак. И вот это состояние, оно вам просто необходимо. Да? Вы прям все это на себе почувствуете. Удастся расслабиться. Ну, может, в приятной компании. Да? Вы посидите, что-нибудь вкусненькое выпьете и прям почувствуете, что вы расслабились. Вам это необходимо. У вас такая зажатость идет, особенно воротниковая зона. Так, а есть какой-то страшный носорог. Огромный, злой. С этим своим рогом. Но перед вами этот человек, наоборот, какой-то очень, скажем так, добрый. Или этот человек вот прям как с ума сойдет, защищая вас. Всех распугает. Может быть, у вас какой-то, не знаю, тайный покровитель, либо явный покровитель, который своим присутствием отпугивает от вас других людей. Либо его присутствие – это гарантия вашей безопасности. А может быть, не знаю, у кого-то еще, да, может отыграться, что какой-то буйный человек, такой агрессивный и странный, на вас реагирует максимально тепло и по-доброму. Такой удивительный момент. Вы не понимаете, что делать, вам конкретно бояться или радоваться, что рядом с вами такой человек. Но с правой стороны, значит, все-таки на благо вам. Да? Возможно, вы и не знаете, либо не догадываетесь, что какие-то люди собирались вас там обидеть, либо имели какие-то виды на вас. А присутствие этого человека рушит им все планы, да? И они откажутся от своей идеи и не будут вас доставать, донимать, либо как-то провоцировать. Так, начался процесс трансформации. Здесь какого-то человека показывают буквально в куколке. Куколка, которая начинает лопаться, да? Она меняется. Из куколки пытается на свет появиться бабочка. Знаете, вот трансформация — это всегда тяжело, это трудно. Человеку трудно дается это все, весь этот процесс. Но самое сложное — это вот именно прогрызть эту куколку и выбраться, да, выбраться на белый свет. И буквально, да, вы как раз-таки столкнетесь с моментом, когда вам придется отчаянно приложить все силы, чтобы обновиться полностью, до конца пройти этот процесс трансформации и, опять же, принять себя в новом ракурсе, виде, не знаю, новые ощущения, новое восприятие. У кого-то отыграется, что это не вы, но какой-то близкий вам человек. То есть на ваших глазах человек делает последние шаги к своей трансформации. И эти последние шаги, они прям самые сложные. И, возможно, да, если вы будете рядом, если вы будете помогать, то человеку будет гораздо легче. Человек меняется. Дальше какое-то двухколесное транспортное средство. Ну, может быть, это мотоцикл, может быть, это велосипед. Ну, а может быть, это и самокат. Что еще на двух колесах есть? Что-то двухколесное. Колеса большие, кстати. Нет, наверное, не самокат 100%. Колеса большие. А здесь человек буквально сидит в этом транспортном средстве и без рук им управляет. Ну, не знаю, либо здорово покатаетесь на велосипеде, либо на мотоцикле покатаетесь, либо мотоциклы и велосипеды очень часто знаки лукавства и обмана. Возможно, вам удастся кого-то провести
либо сыграть свою роль до конца, сохранив лицо, да, человека в чем-то убедить, либо, может, наоборот, отвадить. Да? То есть вероломство, да, на самом деле означают эти знаки. Но бывает, когда вы это делаете специально, чтобы кого-то запутать, обманываете, а бывает, когда это нужно во имя какой-то высшей цели. То есть, например, не хотите кого-то расстраивать, да, либо не хотите, чтобы кто-то про вас что-то узнал. У вас получится. Вообще без рук едете и наслаждаетесь просто самим процессом. Очень хорошо получится. Нет, обманывать, конечно, нехорошо, но есть ситуации, когда без этого никак, да, когда просто необходимо. Да, как-то так может сложиться ситуация. Но если вы будете кататься, то вам очень понравится, да, вспомните свое умение. Даже, возможно, у вас долго не получалось, теперь получится поехать без рук. Да. Как-то так. И еще показывают, что здесь вот люди соберутся для того, чтобы что-то обсудить, либо что-то решить. Допустим, могут собраться члены семьи, могут собраться родственники, могут собраться подруги, либо в коллективе, да, коллеги могут собраться для того, чтобы что-то обсудить и решить. И я вам так скажу, вы, главное, не молчите, не стесняйтесь, вам есть что сказать. Либо у вас очень быстро созреет правильное решение. И, возможно, благодаря вам люди не потратят колоссальное количество времени, не перегрызутся, не разругаются, а все достигнут консенсуса, да, быстренько все порешается и все разойдутся. Вам нужно поверить в себя, вам не нужно скрывать тех знаний, либо тех идей, которыми вы обладаете. Мне почему-то кажется, что у вас уже есть готовое решение, либо готовый ответ у вас в голове. Тогда сразу, да, как только все соберутся, вы сразу об этом скажите. Все будет хорошо, все будут довольны, все будут счастливы, все скажут вам спасибо. Так, кому-то вы гол забиваете, причем так мощно, что человек даже не может устоять на ногах. Вы посылая гол в ворота, сбиваете человека с ног, и, наверное, с этим мячом этот человек влетает в ворота. Мне вот идет, что вы как-то перебарщиваете со своими силами. Либо, да, не рассчитали, просто так случилось. Человек, кстати, потом бояться о вас будет. Скажет, не, с ней шутки плохи, либо с ним шутки плохи. Я так получил, да, за просто так, что до сих пор в себя прийти не могу. Забьете гол 100%, какую-то проблему решите, либо добьетесь своего, либо отвоюете свое, да, у вас получится 100%. Кстати, гол — это же результат, да, в чем-то вы будете максимально результативны, да так, что люди об этом долго будут говорить и не смогут забыть. Дальше в коллективе, скорее всего, какая-то крыса завелась, подлая и мерзкая. Знаете, как будто бы ходит, выспрашивает, провоцирует, собирает информацию, а потом куда-то доносы делает, да, строчит доносы. Человек, на кого никто не думает. Почему? Потому что этот человек притворяется глупым. Да, в принципе, логично, да, человек подходит и говорит, а я не понимаю, что это, расскажи мне, а можешь мне объяснить, там, да, притворяется глупым для того, чтобы собирать информацию. Возможно, ваш начальник, как работодатель, да, начальник на работе, что-то такое хитрое задумал и решил вот эту крысу проэксплуатировать, да, для того, чтобы собрать компромат на сотрудников. Может, вы там добиваетесь повышения зарплаты, а он не хочет повышать, а собирает на вас компромат, чтобы потом вам предъявить и сказать, что все, сидите тихо, никакого повышения вам не будет. Либо, может, это действительно какой-то сговор, когда хотят проредить ряды сотрудников и привести своих людей. Допустим, вот конкретно могут под кого-то копать, а все остальные просто за компанию пойдут. Да? На одного стучу и на всех других настучу. Крыса задает очень много вопросов провокационного характера и прям буквально в дурочку играет, да, либо в дурака, что а я не знаю, объясните, а я не понимаю, да, а что вы думаете, что вы считаете, там, какие-то такие вещи. Да, тут лучше потише быть. Потише и поменьше делиться своим мнением, особенно критикой. Дальше между мужчиной и женщиной выравниваются отношения. Я не знаю, что у вас там происходило. Может, ссорились, может быть, в принципе, у вас какая-то ситуация была такая болезненная.
но отношения начинают выравниваться, и это уже ощущается, и это уже приятно. Да, вы как-то больше разговариваете спокойно, что-то можете обсудить, что-то вместе можете делать. Ну, неплохой знак. Это еще не прям любовь, морковь и полетели, нет. Но, тем не менее, это уже хорошая такая тенденция, да, что ваши отношения исцеляются. Еще чуть-чуть, все будет хорошо. Так, кто-то уперся, не сдвинешь, не подвинешь. А вы придумаете, как вам этого человека пройти. Не хочет уступать дорогу, не хочет вас пропускать, так вы этого человека как лестницу используете, вы по нему пойдете, ну, либо на него начнете карабкаться. Да, человек от вас такого не ожидает, и знаете, человеку это понравится. Ваша сообразительность, ваше умение выйти из кризисной ситуации человеку прям будет очень по душе. Человек так вам и скажет: ты молодец, ты единственная, кто поступил именно так. То есть я тебя признаю твой интеллект, твои способности. И вы знаете, что-то мне подсказывает, что после этого события ваши отношения очень сильно улучшатся. Вы прям сблизитесь, да? Вы подумаете, что и человек такой вот, в принципе, и неплохой, да, что человек просто всех испытывал. Ну, то есть, если ты умный человек, ты придумаешь какой-то вариант, чтобы пройти дальше, и ты достоин уважения. А если ты глупец, ну, будешь сидеть, там, не знаю, охоть-ахоть, либо развернешься и назад уйдешь. И такие люди, например, этому персонажу не нравятся. Дальше показывают людей, которые куда-то не успели. Не успели, опоздали, либо их задержали, либо поздно спохватились. А этих людей вы предупреждали. А этим людям вы неоднократно говорили. Может, вы даже торопили этих людей. Эти люди отмахивались, эти люди с вами ругались, эти люди говорили: не лезь. Да? А теперь вот, пожалуйста, получают прекрасный результат. А знаете, что они еще придумают? Они же скажут, что это вы были неправы. Они же скажут, что вы им как-то неправильно намекали, говорили, и что вы их, конечно, подгоняли, но не так, как надо было. Да? Надо было сильнее их подгонять. Да, здесь люди, которые вообще не хотят признавать свои ошибки. То есть они делают какую-то белиберду, но они никогда не виноваты. Виноваты все те, кто их окружают. Хочешь помочь — виноват. Не так активно помогал — виноват. Активно помогал, значит, нужно было еще там активнее помогать. Понимаете, все равно выкрутятся. Слушайте, не имейте вы с ними дела. Пусть попробуют сами, да, пожить. Будут друг друга винить, скорее всего. Вот какая-то такая, знаете, не очень приятная ситуация. Дальше. Здесь показывают человека на очень маленькой лошадке. Прям такая маленькая-маленькая, мини какая-то лошадка. Но человек очень быстро на ней передвигается. Да? Возможно, там курьер приедет, да? Либо, допустим, там время ожидания курьера будет указано там несколько часов, а человек просто там в ближайшие 10 минут, да, приедет и быстро также уедет, да, что-то привезет. И также, возможно, человек очень быстро справится с какой-то работой. Допустим, у вас какая-то есть ситуация, вам нужен кто-то, вот работник, мастер, вы вызываете человека, и человек очень быстро все делает, и вы думаете: ничего себе, вот эта скорость, как такое может быть? Произведет на вас впечатление, да, это прям приятный момент. И еще вижу, что вы из какой-то очень такой щекотливой ситуации сможете выйти победителем. То есть, знаете, вот как будто бы все против вас, и у вас, как нет никаких вариантов, нужно просто сдаться и принять как данность. Но сами от себя того не ожидая, вы такое придумаете, либо вы так эту ситуацию проработаете, перевернете, что все ахнут, охнут, скажут: да как такое, вот это она дает, да, либо вот это он выдал номер. Всех удивите, и тут люди, даже которые против вас настроены, к вам, знаете, испытывают прям уважение, да, такие: уважаю, молодец, очень круто, да, ты справилась, либо справился. Такой, знаете, интересный момент показан.
То есть всем кажется, что вы повешенный, а на самом деле вы не повешенный, вы человек, который стоит на ногах, а все остальные повешенные. То есть вот меняете, да, переворачиваете эту ситуацию на благо себе. Так, дальше. Какому-то человеку от вас нужно внимание, либо человек нуждается в вашем внимании. Человек даже может пойти на какую-то хитрость. Допустим, человек может прикинуться больным, расстроенным, обиженным, несчастным, да, вот как-то так не идет. Вы, конечно, все заметите, вы увидите эту хитрость, но вы подыграете. Вы поймете, что человек действительно вот как-то соскучился, либо хочет с вами время провести. Ну, допустим, там, вы живете раздельно с родителями. Родители, мамочка, папочка могут сказать, что ой, плохо себя чувствую. Вот, вы, конечно же, приедете, там, вкусняшки привезете. Вот, и увидите, что все в порядке, просто они соскучились. Либо, там, не знаю, ну, если вы женщина, да, мужчина ваш может прикинуться больным, чтобы вы там с ним посидели, там, не знаю, помогли ему, там, накормили его чем-то, уделили ему время. Ну, такой момент. Безобразие, конечно, но, с другой стороны, вы понимаете, вы не злитесь, вы не обижаетесь. Дальше показывают какую-то женщину интересную такую, деньги теряет. С нее деньги прям сыпятся. Сыпятся, она не может их в руках удержать. Нечестные деньги, либо нечестным путем пришедшие деньги просто вот, ну, горят в руках. Для этой женщины это прям роковая неделя. Ужас у нее в глазах стоит. Но с другой стороны, если она не поймет, да, в чем ее ошибка, то ситуация будет и дальше продолжаться, пока не поймет. Я так понимаю, что высшие силы ее наказывают, да, за то, что ты нечестным путем, либо обманом, либо какими-то интригами, либо еще чем-то, да, вот эти деньги себе берешь, то ты больше будешь терять, чем ты берешь. Терять будет, например, не только она, но, например, там кто с ней рядом, муж, либо родитель, либо дети, да, все будут терять. Ну, это только лишь начало. Вы ей можете так и передать. Пока не перестанешь лгать, лукавить, либо обманывать, все будет именно так. Но она жадная, ей, конечно, сложно будет это принять. Хотя, с другой стороны, с такими-то потерями, да, это в ее интересах. Еще двери. Показывают, что вы столкнетесь с тем, что дверь закрыта. Но опять же, закрыта, но не на замок. Да? Куда-то вы придете, увидите, что дверь закрыта. Либо нужно подождать, либо нужно громче постучать. Разворачиваться и уходить нельзя. Вот как-то так вам передают. Пришли, стучим, либо ждем, но не уходим. Да? Возможно, человек отошел там на несколько минут в уборную. Может быть, не знаю, что-то с дверью случилось, она захлопнулась, да, а до этого была открыта. В общем, надо немножко подождать. Ну, либо вы узнаете, что там за этой дверью уже ничего нету и вообще перенесли в какое-то другое место. Да, кто-то будет мимо проходить, спросит, а что вы тут делаете, вы объясните, и вам тоже вот информацию дадут. Как-то нужно постоять. Так, проблемы со связью могут быть, но для вас это не проблема, но для другого человека, который будет пытаться с вами связаться, это проблема. Вот как-то так показали. Вы, ну, как-то не особо заметите, да, ну, может, неприятненько, конечно, но не особо на вас влияет. Но на какого-то человека, который будет пытаться с вами связаться, это очень сильно повлияет, да, какой-то прям критический момент. Человек такой, блин, да что такое, не могу ни дозвониться, ни списаться, да. У человека там прям нервы подгорает. И, возможно, даже человеку придется там проделать очень долгий путь, чтобы конкретно лично к вам приехать и с вами там переговорить, либо что-то обсудить. Ну, потому что связь не работает, хоть ты плачь, да. А, кстати, еще может такой момент быть, что человек потерял свой телефон, либо что-то там случилось с сим-картой, да, потерялся ваш контакт, да, до вас нельзя дозвониться, либо списаться с вами нельзя, потому что номер не помнит человек. И вот человеку придется к вам приехать, чтобы вам об этом сказать, ну, либо обсудить какую-то ситуацию, которая волнует этого человека. Вот это вы удивитесь, скажете, ну надо же, какой настырный, ну надо же какой, да, не пожалел себя, времени не пожалел и приехал ко мне. Так что у вас еще может быть как незваный гость на пороге. Имейте это в виду.
Так, еще кому-то на работе что-то будут обещать. Ну, например, да, обещать надбавку, обещать премию, обещать отпуск, да, либо выходные. Вы знаете, это замануха, сразу говорю. Скорее всего, вашему начальнику нужно дырки закрыть, и человек думает так, что ага, я сейчас тут наобещаю, а потом, когда время до дела дойдет, то я как бы прикинусь, что я память потерял, да. И также, мои хорошие, может коллега вам обещать, что вот возьми мою смену, а я потом за тебя отработаю. Но опять же, да, человек не будет этого делать, не будет за вас отрабатывать. То есть это, ну, такое неблагородное дело. Конечно, вы можете помочь, вы можете сказать, да ладно, не надо мне никаких там ни премий, ни надбавок, ни меняться не надо. Но опять же, это ваше потраченное время, и это ваше желание. Вот. Ну, такой, знаете, коварный обман на самом деле, махинация. Ну, что есть, то есть. Но вы должны просто знать об этом. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.